Всем привет! Почему японские историки считают, что Казахстан стоит на глиняных ногах? Если вы позиционируете себя потомками Чингисхана, то, доказывая это всему миру, бейтесь за него до победы. Он должен стать частью вашей истории. На духовном самочувствии нации это скажется положительно, заявила тюрколог Наката Юка из университета Рюкаку, Япония. Перед началом видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарии для продвижения видео. Международная аккредитация. Наката Юка вместе со своей коллегой Сатору Ко приезжала в Алматы с научными исследованиями. Она, как специалист по древней истории Казахстана, ее коллега изучала вопросы аккредитации и менеджмента в частных университетах Казахстана. Страны Центральной Азии давно исследуются нашими специалистами, а вот о Казахстане в Японии знают мало, говорит специалист по образовательной системе, профессор Сатору Ко. Поэтому, когда я услышала о том, что в одно время численность частных университетов здесь сильно выросла, а потом они стали закрываться один за другим, решила выяснить, почему так получилось. В Японии такие вузы имеют только местную аккредитацию, а в Казахстане, как я поняла, они пытаются получить международную. Япония отстает в этом плане от вашей страны. В КМЭП, на базе которого я их проводила, весь профессорско-преподавательский состав обладает международными сертификатами. Случай можно считать уникальный. Для японских частных университетов это редкость. Но почему вы все-таки решили исследовать именно казахстанский рынок образовательных услуг? Я уже сказала, что вы для нас терра инкогнита. Известно лишь, что ваша республика была частью СССР, что она богата нефтью, газом, полезными ископаемыми, ну и спортсменами, конечно. Сейчас наши СМИ пишут, что режим в вашей стране авторитарно-диктаторский, журналисты часто упоминают в этой связи Назарбаева, но это ваши внутренние проблемы, мы не имеем права давать им оценки. Пожалуй, на этом познания среднестатистических японцев о Казахстане исчерпываются. А вот соседний с вами Узбекистан очень хорошо изучен нашими специалистами. У нас хорошо знают эту республику по таким городам, как Самарканд и Ташкент, где много исторических объектов, мечетей, мавзолеев. Я, конечно, маленький человек в этой системе, но мне очень хочется внести свой вклад в то, чтобы наши страны больше узнали друг о друге. Возможно, крупные японские компании, прочитав мой доклад о системе образовательных услуг в Казахстане, заинтересуются республикой. Почему? С Узбекистаном у нас давние отношения. Оттуда в Японию давно можно летать прямыми рейсами, что тоже немаловажно. А с Кыргызстаном JICA, японское правительственное агентство международного сотрудничества, содействующее экономическому и социальному росту в развивающихся странах, заключило договор на предоставление образовательных грантов. Если бы у вас был такой же низкий уровень жизни, то, возможно, это агентство поддержало бы и Казахстан. В Европе не любят мигрантов. А у вас? За пределами Японии сложилось ошибочное мнение, что японцы шовинисты и ксенофобы. Возможно, если брать среднестатистического японца, то где-то в глубине души он недоволен тем, что в стране стало слишком много чужеземцев. Япония для японцев. Свою страну мы строили для себя, думает, наверное, он. Но выбора у страны нет, у нас не хватает рабочих рук, и если мы не будем пускать к себе никого, то просто исчезнем. И да, у нас не принято показывать это свое недовольство. Требования нашего общества к иностранцам минимальные: постараться выучить язык, не нарушать законы и уважать наш менталитет. Мы ведь никого не заставляем играть на наших инструментах, жениться на японках и так далее. Японские оралманы. Кстати, почему японки перестали рожать? Мы не специалисты по социологии, но ведь это естественный процесс для любой высокоразвитой страны. Чем качественнее жизнь, тем она дороже. Некоторые политики-популисты, призывая женщин побольше рожать, говорят, что Японии не нужны иностранцы. Но, к примеру, в отсталых африканских странах рожают много, но дети там голодают и умирают. На мой взгляд, ключ к развитию страны – это человеческие ресурсы. Чем больше вложились в ребенка, тем выше отдача в экономику страны.
Но качественное образование требует больших ресурсов. Глиняные ноги. У нас такая же проблема. Многие, даже сами казахи, не владеют государственным языком. Саторю Ко, мы, японцы, островитяне, то есть мононация, поэтому у нас никогда не было проблем с языком. А вы были в составе СССР, где Россия являлась самой влиятельной из 15 республик. Возможно, поэтому вы до сих пор используете русский язык. Но хорошо это или плохо, я не знаю, вернее, не имею права давать оценку. И я тоже, конечно, не имею права давать оценку. Вы сами должны решить, жить с одним языком или двумя. Мое мнение, знать два языка совсем неплохо. Насколько мне известно, билингвизм – нормальная практика для развитых стран. Как историку, мне кажется, что казахи, забыв свой язык, потеряли свои корни и национальную идентичность. Поэтому в моем представлении вы – потерянная нация. У вас есть периоды, когда намеренно или ненамеренно у народа стирали историческую память. Если бы не так, то разве вы задавали мой такой вопрос, хорошо ли знать русский язык лучше, чем родной? Но это абсурд. Такие вопросы задают народы, которые, оторвавшись от своей истории, витают в облаках. Чтобы решить проблему с языком, надо как можно больше людей заинтересовать историей своего народа. С чего вы взяли, что мы народ без своей истории? Маленький пример. Я прошлась по книжным магазинам Алматы и не нашла серьезных исследований на тему истории. Мне могут сказать, не там искала. Но я была в Меломане, серьезные научные издания во всем мире обычно продаются в крупных магазинах. А коль они там, значит, на них есть спрос. А у вас потому и не продают их, что народ не интересуется историей. Или вот в Музее национальных инструментов я увидела балбал, каменное средневековое изваяние, настоящее сокровище нации. Но почему этот памятник находится там, а не в Национальном музее? Мне, как специалисту, изучающему вашу историю, больно было видеть на это. Видимо, отсюда идет пренебрежительное отношение к государственному языку. Как в Японии относятся к историческим мифам? Главный наш миф – это то, что первый японский император произошел от Бога. Однако мы, историки, не оспариваем этот миф, потому что он наша духовная матрица. Да, она основана на легенде, но для нас это нечто сокровенное и сакральное. С этого мифа начиналась история Японии как государства. Народы постсоветского пространства конкурируют за звание потомков Чингисхана. Мы, казахи, тоже считаем его своим предком, а кое-кто утверждает, что Иисус Христос тоже вышел из Дэшты Кыпчак. Насчет Христа, может, и перегнули палку, а вот все, что касается Чингисхана, можно доказать. Трудно оспорить, что Казахстан входил в состав империи, созданной этой исторической личностью, оказавшей влияние на ход мировой истории. Но нас поднимают на смех. А вы думаете, над нами не смеются? Наша история тоже ведь отчасти основана на мифологии. Ну, как человек может произойти от Бога, но вы же видите результат, наша страна далеко не последняя в мировом рейтинге. Я считаю, что вам нужно больше усилий прилагать для изучения своей истории. Это не просто интересно. Вы молодая страна. Чтобы не стоять на глиняных ногах, а на хорошем фундаменте, нужно акцент в первую очередь делать не на социальные вопросы и экономику, это ведь все решаемо, а на историю. Этот фундамент, должен работать до тех пор, пока существует народ. Как специалист-тюрколог, я изучаю историю саков, гуннов и массагетов, могу сказать, что впереди вас ждет много исторических открытий. Пожалуйста, не пренебрегайте своей историей. Как минимум, восстановив историческую память, можно решить вопрос с государственным языком, заявила тюрколог Наката Юка.